Всем привет, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на Астарту на весеннее равноденствие. Смотрите, что я предлагаю. Я прогнозы на личную жизнь на весну уже делала. Обратите, пожалуйста, внимание, ссылочки даны в описании к этому видео. Думала сделать расклад на Астарту на личную жизнь, но так потом поразмышляла, это будет такая накладочка. Мы же уже делали расклады на личную жизнь на весну. И вот здесь сейчас давайте на старту сделаем более философский расклад. Без направления там личная жизнь, финансы, здоровье и так далее и тому подобное. Здесь мы посмотрим в общем и целом расклад. И вы, посмотрев расклад на личную жизнь, посмотрев расклад вот в общем и целом, скорее всего, сможете синтезировать и найти для себя золотую середину, как вам и куда лучше двигаться, что вам решать в личной жизни, как себя вести, с кем быть, с кем не быть. В общем, решение всегда принимаете вы. Карта лишь советует или оберегают от каких-либо ошибок, либо помогает подстелить вам соломинку, да, подстраховаться. Здесь давайте сделаем более философский расклад. Мы же живем не только отношениями, наша жизнь, она многогранна. И в жизни бывают разные ситуации, разные моменты. Итак, смотрите. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Просто спросите, что нам принесет именно весеннее равноденствие, именно Астарта, какой подарок она вам даст, что заставит вас этот весенний период отпустить. Этот период у нас прогноз будет до летнего солнцестояния. Летнее солнцестояние у нас в июне, тоже в 20-х, начале 20-х чисел июня, там 20, 21, 22, 23, каждый год по-разному. Нужно будет потом уточнить. И вот на этот период мы делаем такой немного философский расклад для вас. Итак, выбирайте свой вариант. Первый, второй или третий. Прислушайтесь к своей интуиции. Если кому-то интересна именно личная жизнь, опять же обращаю внимание, посмотрите расклады на весну. Они есть, ссылочки все в инфоблоке даны. Обратите внимание. И выбирайте расклад. Мы переходим к единичкам. Итак, единички, смотрим вас. И как пройдет ваша Астарта или весеннее равноденствие. В том смысле, что принесет этот день вам на период до летнего солнцестояния. Сначала смотрим вашу личность, сигнификатор. Вы весь период будете направлены на результат. Все ваши действия, все ваши планы, все ваши стремления, все ваши желания, все ваши мечты, они будут направлены именно на получение уже некого результата или некой прибыли. И этот период потребует от вас трансформации. То есть, чтобы получить желаемое вам как личности, в вашей личности, да, вам нужно будет меняться, нужно будет претерпевать какие-то изменения. Если где-то была усталость, если где-то были уже, будем прямо говорить, выжатый как лимон, если вы уже вот без каких-либо сил на последнем издыхании все равно что-то делали, куда-то шли, что-то предпринимали, что-то придумывали, то вот здесь, в этот период, у вас возрождение, у вас появятся некие силы, некие возможности, чтобы двигаться дальше, чтобы наладить вашу жизнь, чтобы реализовать то, что вы хотите, чтобы получить желаемый результат. Почему? Потому что дальше есть позиция в раскладе энергия, сила, которая будет вам помогать, которая будет вас поддерживать. И эту энергию, силу для себя вы будете брать из отношений. Неважно, с кем это будут отношения. Это отношения, в которых вы чувствуете себя комфортно. Эти отношения, в которых вы чувствуете, что вы нужны.
что вы с этим человеком связаны, что он к вам неравнодушен. Будь то родители, будь то друзья, будь то какие-то коллеги, знакомые, будь то, я не знаю, любимые мужчины, любимая женщина и так далее и тому подобное. Здесь энергия идет такая именно от взаимопонимания, взаимоотношений с кем-то. С тем человеком, с которым вы связаны эмоционально или духовно. Вот именно такие приятные, счастливые эмоции, где такая яркая и огненная энергия. Также смотрите, если были отношения, которые жизнь отравляли, которые не давали вам двигаться, которые держали вас в каких-то оковах, в каких-то цепях, вот здесь, скорее всего, будет движение от обратного. Вот здесь вот вам захочется трансформации, потому что ваша личность, она захочет трансформации. Вот здесь вам захочется все это отпустить, от всего этого избавиться, все это из своей жизни убрать и, наконец-таки, стать свободной, то есть возродиться как будто бы из пепла. То есть вот эти цепи, которые вас сковывали, которые не давали вам двигаться, те отношения, которые вас ограничивали, вы от них захотите избавиться, от них захотите уйти и возродиться, стать новой личностью, самодостаточной, умной, сильной, волевой. И вот эта энергия от обратного, она и будет вас толкать, и будет давать вам силу, будет давать вам энергию для движения, для развития, для личностного роста. Далее, что на всех парах уже стремится в вашу жизнь, что в вашу жизнь уже вот-вот входит. У нас выпали карты. Сейчас что-то я да. Здесь у нас выпали карты очень и очень приятные и прекрасные. Здесь фортуна, удача от любви, от отношений. Если вы одинока или вы одинок, мужчина, то здесь, скорее всего, есть возможность удачная, прекрасная, чудесная возможность вот она встретить свою вторую половинку. Встретить того мужчину или ту женщину именно вашу, которая принесет в вашу жизнь любовь, которая принесет в вашу жизнь гармонию, которая даст вам радость, которая даст вам такую легкость и даст вам желание двигаться. И эти отношения, это знакомство станут для вас удачей, станут для вас вот этой некой фортуной, которую вы заслужили, которую вы ждали, которую вы просили, которая вы, я не знаю, если вы эзотерик, то могли делать какие-то практики. Если вы там просто человек верующий, то здесь могли быть молитвы. Основные моменты прошлого, которые вам мешали, и от которых вы должны избавиться сами ради вашего прекрасного чудесного будущего. Здесь вот некая инфантильность и несерьезность. Также здесь такое некое одиночество и отгораживание от всех, недоверие. Здесь какой-то такой прагматизм, именно, вот знаете, когда человек живет именно расчетом, именно прагматизмом, именно материальными какими-то вещами. Нет духовности, нет эмоциональности, именно голый расчет. Вот от этого нужно избавиться, нужно впустить в свою жизнь и возможность того, что можно жить не только материально, можно жить и духовным, и эмоциональным. То есть ваша личность, она должна возродиться не только в материальных успехах. Потому что, смотрите, у нас в материальном, скорее всего, вы уже достигли неких результатов. Но сейчас нам карты говорят, что нужно отпустить именно вектор, направленный на материальный успех. Нужно его, грубо говоря, расширить, да, дать возможность мирозданию впустить в вашу жизнь и духовность, и эмоциональность. И тогда, смотрите, вот здесь в вашу жизнь вполне себе могут прийти вот эти прекрасные чудесные эмоции и близкий человек. Радости, приятной неожиданности периода.
Вот здесь как раз-таки новые начинания. Смотрите, у нас выпала карта Шут и карта Алхимик. То есть этот период даст вам возможность начать с чистого листа, сделать шаг, прыжок в эту самую бездну и научиться синтезировать те вещи, которые вы раньше не могли, например, соединить. Здесь у нас алхимик, да, это человек, который мог соединить несоединимое и получить золото. Поэтому у вас тут есть возможность в этот период научиться синтезировать те вещи, которые казалось раньше вам нереально, чтобы соединить что-то вместе. Вот тут у вас возможность появится. Вы должны эту возможность в свою жизнь впустить. А планы начинания, что дадут плоды? Вот как раз таки здесь вот эти две позиции, они немного похожи. Вы, я думаю, что в планах у вас множество. Много мечтаний, много планов, много каких-то стремлений. Вы могли уже об этом долго думать, долго что-то планировать, но бояться начать. Боялись рискнуть. Вот сейчас как раз-таки вот эти две позиции нам говорят о том, что этот период будет довольно таким благосклонным к тому, чтобы вы что-то начали, рискнули и дали себе возможность жизнь изменить, впустить в свою жизнь что-то новое, отпустить то, что вам мешало, и начать, конечно же, с какого-то другого чистого листа. Почему? Потому что подарки праздника, да, подарки Астары, здесь у нас шестерочка мечей, и на символоне эта карта называется «Мошенники». Опять же, риск, да, когда ты приходишь куда-то, вот на этот рынок, как этот человек, и хочешь поиграть с мошенниками, поиграть и у них выиграть, да, рискнуть. Вот тут вот риск, начать что-то новое, начать сначала. Вот если вы рискнете, если вы сможете сделать этот шаг в бездну, то вы результат получите. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот от вас требуется в этот период все-таки рискнуть, понять, что все возможно. И соединить несоединимое возможно, и синтезировать вещи как алхимик, и получать из ничего золото тоже возможно. Все вот эти алхимические стадии пройти, набраться терпения, набраться некой такой житейской, не только мудрости, да, какие-то философские моменты в свою жизнь принять и получить результат золота. Причем и ваша личность, она тоже будет претерпевать трансформацию и некое возрождение. Скорее всего, в духовном плане, потому что на материальном она уже некого успеха она здесь достигла. Вот такой у нас получился расклад для единичек, дорогие мои. Я надеюсь, что вам расклад понравится такого философского толка. Надеюсь, вы для себя какие-то ответы найдете в этом раскладе. Прислушайтесь к нему. И можно такие философские расклады делать почаще, если от вас будут такие заявки. Как говорится, ваша активность, да, ваши лайки, ваши комментарии покажут мне, что и такие расклады тоже интересны на канале. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь. Напоминаю, что расклады на весну, на личные отношения, ссылочки на них в инфоблоке под видео. Кому интересно, посмотрите еще раз. Может быть, просинтезируйте как раз таки вот этот философский расклад с раскладами на отношения на весну, именно на отношения, и придете к некому общему выводу, к знаменателю. Сведете дебет с кредитом. Ну что, всем пока, переходим к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас и ваша Астара, либо весеннее равноденствие, то есть смотрим период до летнего солнцестояния. Ваша личность весь этот период. Смотрите, первое, конечно же, что бросается в глаза, это, например, те девушки, дамы, которые находятся в положении. И, скорее всего, просто-напросто этой
весной до летнего солнцестояния произойдет, конечно же, рождение малыша. Разродитесь, придет на свет ваше чадо. Это, конечно, первое, что бросается в глаза, ну уж очень. Потому что у нас тут выпала карта императрица и карта вот возрождения. И если это, конечно же, вот прям смотреть не в лоб на карты, да, а говоря уже более как-то углубленно, то здесь, конечно, вы будете весь этот период довольны собой, будете заниматься какими-то своими делами, своими планами, своими стремлениями, будете заниматься, конечно же, своей красотой, своим изяществом, какими-то внешними данными. Я имею в виду, это может быть спорт, это может быть йога, это может быть какой-нибудь фитнес, все что угодно, какой-нибудь стретчинг, танцы, ну вот сами понимаете. И вот этот период как раз-таки, да, он принесет вам желание именно заниматься, именно углубляться вот во все эти вещи. Либо это, конечно же, могут быть ваши проекты, ваши планы, ваши мечты, ваши начинания, которыми вы уже занимались, во-первых, до весеннего равноденствия, и в этот период, в предстоящий, который мы смотрим, вы будете активно этим заниматься. И я думаю, вы уже сможете получать свои первые плоды, свои первые результаты в период до летнего солнцестояния. Что на всех парах ваша жизнь вот уже летит, идет, едет и скоро ворвется. Новый мужчина. Не могу сказать, что это будут прям новые отношения, но некий новый мужчина, очень сильный, волевой, мужчина, который может вести за собой массу людей, мужчина-прагмат, мужчина каких-то земных знаков зодиака. Это проиграется, но не у всех, опять же, это гадание онлайн. Мужчина, который занимает некое положение в обществе. Это может быть директор какой-нибудь фирмы, это может быть, там, я не знаю, начальник какой-то начальник какого-нибудь крупного отдела. В общем-то, человек при положении, при деньгах, уважаемый, такой очень приземленный, прагмат, человек очень волевой, человек даже, может быть, где-то хитрый, человек, который своей силой, своей волей ведет за собой массы, который может этой массой управлять, да, который может направлять это большое количество людей в то русло, в которое ему нужно. В общем-то, человек очень грамотный. Но смотрите, если перепрыгивает, смотреть дальше, радости и приятной неожиданности, то есть тут у нас выпала двоечка кубков и на символоне карта ниже. Здесь карты нам обещают, конечно же, любовь, новые отношения. Но символон нам намекает на то, что отношения, любовь, они будут нелегкими. Да, чувства будут однозначно. Тут, конечно, любовь, привязанность, эмоции полные такие и приятные. Но какие-то барьеры, какие-то преграды все равно они будут. Что-то будет мешать, что-то будет вас разделять, либо вы не сможете получать на всю катушку. Вот с каким-то отрывом наслаждения от этих отношений, от этих эмоций. Что-то да будет мешать. Что-то да будет портить отношения. Это может быть все, что угодно. Отношения на расстоянии, отношения в треугольнике, отношения сами по себе нелегкие, такие сложные, отяжеленные какими-то обязательствами. В общем-то, вот все что угодно. Символон тут нам портит картину. И вот вкупе вот с этой позиции, да, что в вашей жизни уже скоро ворвется. И вот здесь радости и приятной неожиданности периода, тут вполне может быть, что вот этот самый мужчина, с которыми у вас карты предполагают отношения, да, в этот период, вполне это может быть он. Но в то же время это могут быть совсем разные люди. Здесь может быть мужчина, я не знаю,
Прагмат — это может быть связано с работой, с планами, с проектами, с каким-то вашим творчеством. Здесь это может быть просто мужчина для семьи, для любви, для отношений, но с ним будут отношения нелегкие, обремененные какими-то ограничениями. Дальше. Моменты из прошлого, которые должны быть вами лично отпущены, которые вам уже в этот новый период, они уже будут мешать. Это у нас 8 жезлов и падение на Симбалоне. Здесь, опять же, какая-то ситуация в вашей жизни резко, причем неожиданно для вас, может измениться. Вы можете снять вот эти вот розовые очки. Какая-то завеса, она может спасть. Что-то какая-то истина вам откроется. Вы видели одно, какую-то ситуацию или какое-то положение с одной стороны, а теперь вы увидите это совсем с другой, с более с истинной стороны. То есть правда, она выльется наружу. У нас 8 жезлов. Здесь в этой колоде она так вот повыше, да, тут орел приносит некое известие, некое письмо своему другу, да. Здесь у нас падение, тут у нас царь падает с трона и видит себя истинного, то есть истина вам откроется, какие-то знания вам придут, какая-то ширма, которая прикрывала вам, закрывала вам правду, она спадет, она уйдет, она все это разрушится. И скорее всего у многих из вас поиграется так, что вот эта карта, она нам говорит о том, что вы сами себе придумывали что-то. Сами себе нарисовали образ человека, сами себе нарисовали какую-то жизнь, какие-то оправдывали как-то себя, или там те отношения, в которых вы, либо ту работу, которая вам ненавистна. Вот сами себя останавливали, сами себе придумывали тот мир, в котором вы живете, и оправдывали его. Или говорили себе: вот, да, все плохо, но нужно потерпеть, я потерплю. И теперь вот это вот все нужно будет вам самим лично набраться мужества, набраться решимости и отпустить. Все-таки почему? Потому что, скорее всего, произойдет что-то неожиданное, что-то негаданное для вас, и оно прям поставит такую жирную точку в той ситуации. Оно прям заставит вас посмотреть на ситуацию с другой стороны. И главное, самое главное, увидеть истинного себя. Увидеть, что вам это на самом-то деле не приносит никакого удовольствия, никакой пользы. Что вам на самом деле от этого не лучше, а только еще хуже. То есть розовые очки, они спадут. Занавес, как говорится, раскроется. Вот так. Далее смотрим. Планы начинания, что впоследствии дадут свои плоды. А вот здесь у нас аркан, старший аркан Иерофант, жрец, и ярмарка тщеславия. Здесь, дорогие мои, вы начнете более активно вращаться в социуме. Вы начнете, скорее всего, наводить какие-то мосты, наводить какие-то контакты, станете более социально активной, социально адаптивной, станете больше уделять времени именно этой стороне вашей жизни. То есть общение, вот это постоянное движение внутри социума, общение с разными людьми разного положения, разной социальной ступени, оно принесет вам пользу. Скорее всего, либо ваши проекты, либо ваши начинания, либо ваша работа обуславливает вас к тому, чтобы вы стали социально активны. Именно какие-то социумы, какие-то эгрегоры, какие-то, может быть, мероприятия, клубы, которые будут вам необходимы для вашей работы, для вашей деятельности или самозанятости, чтобы получить некий результат и успех. Общение и труд, как говорится, все перетрут,
и приведут вас к успеху, к достижению каких-то результатов. И еще, кстати говоря, тут может вам помочь в ваших планах и начинаниях некий сильный, опять же, мужчина. Опять же, намек на мужчину. Далее, энергия силы, которая будет вас питать, которая будет вас поддерживать весь период. Но, во-первых, вы сами будете аккумулировать эту энергию, будете ее вырабатывать, разрабатывать, заниматься, скорее всего, какими-то практиками энергетическими, эзотерическими. И, конечно, поддержка с ваших близких людей, ваших родственников. Это может быть мама, это может быть бабушка, либо какая-нибудь подруга. Очень мудрые, очень такие умные, где-то даже это могут быть эзотерики, практики, которые занимаются какими-то такими магическими услугами. Тоже тут вполне может быть, что они вас поддержат, и вы будете обращаться и к таким людям. Но больше всего тут поддержка идет от отношений, от близких отношений, от отношений с людьми, с которыми вы связаны. Может быть, родственными узами, может быть, узами брака, может быть, узами дружбы. В общем-то, неважно. Это даже может быть некий психолог, с которым вы очень давно дружите, или ходите к нему на приемы, которые вас уже знают, которые знают, как вам помочь, как вам подсказать и как вас подтолкнуть, чтобы вы сами нашли ту точку опоры, которая вам нужна. И подарок Астарты. Астарта вам даст возможность возродиться, даст возможность начать какие-то свои начинания, начать все сначала, начать какие-то ваши планы, задумки. В общем, даст вам силы, возможность именно возродиться и что-то начать, что-то новое, повернуть свою жизнь в другое русло, перейти на какую-то новую социальную ступень, перейти в отношениях на какую-то новую ступень. И смотрите, также старт даст вам силы. Силы постоять за себя, силы отвоевывать свое, силы доказывать свою правоту, даст вам энергию, чтобы двигаться дальше без поддержки. Даже тут у нас тут карта Фурия. То есть это карта такой силы, резкости, эмоциональности, где-то даже нервозности и злости. Но вкупе с судом Таро, да, то тут просто даст вам силы начать, что бы то вы не захотели. Вот такой у нас получился расклад для двоечек. Я надеюсь, что такие расклады философского толка вам помогут. Если вас интересует именно личная жизнь, то можете синтезировать и этот расклад, и расклады на весну, на личную жизнь, и свести дебет с кредитом, да, прийти к некому общему знаменателю. Это была Астарта Сантия. Я всех благодарю, что были со мной, и искренне вам желаю, конечно, благополучия, любви, жизни полной гармонии, счастья, красоты, чудес, конечно, любви и взаимопонимания. Всех благодарю еще раз. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь, перехожу к троечкам. Ну что, троечки, смотрим вас. У вас в раскладе довольно-таки такой непростой, сразу хочу сказать. И ваш сигнификатор, ваша личность в этот период до летнего солнцестояния. Карта Император и на символоне это карта травма. Вы знаете, вот здесь вкупе с символоном я бы сказала, что этот период некого затишья, некого застоя. Вы будете находиться уже на той ступени и на том уровне, на котором находитесь и сейчас. То есть я здесь не вижу роста, не вижу движения. Вы уже заняли некую нишу, ваша личность. И вот сейчас, скорее всего, этот период у вас будет периодом, когда ваши все знания, ваши все умения, ваши все стремления, ваши там все мечты, они должны будут как-то у вас в голове по полочкам разложиться. Как-то все, чтобы вы вот
разложили, привели в порядок свои мысли, свои желания. Вот это такой период, который даст вам возможность навести порядок в голове, навести порядок в жизни, завершить незавершенки. То, что там тянулось, если с каких-то там давнишних времен, даст вам возможность навести порядок в своем царстве, в своем королевстве. Да, по императору и по Симбалону. Дальше, что на всех парах уже в вашу жизнь стремится? Это принцесса Пентаклей и нарушитель спокойствия на Симбалоне. Вот здесь, опять же, кстати говоря, по первой позиции, по сигнификатору вашему, да, по вашей личности, смотрите, будьте осторожны. Если не было травм, если, например, вы сейчас, вот как с рисунка, да, на карте, вы не сидите и не смотрите в гипсе, например, это видео, то вполне могут быть какие-то травмы. Будьте вот тут осторожны, внимательны, особенно к своим конечностям и вообще при занятиях, там, я не знаю, физическими нагрузками, физическим спортом или на работе. В общем-то, даже просто элементарно, когда куда-то идете, смотрите под ноги. Потому что карта нам намекает, что может быть травма. И дальше, вот здесь, да, что уже спешит в вашу жизнь. Вот Таро нам показывает, что вы будете сидеть, да, не наводить порядки, что-то там подсчитывать, что-то там планировать, как-то там распределять свое время, свои возможности, свои материальные какие-то блага. А дальше Симбалон опять идет нарушитель спокойствия. Вот здесь вот вкупе с этими картами, две карты нам говорят о том, что вполне может быть травма. И вот эта травма вам может помешать вашим планам и вашим стремлениям. Смотрите, будьте внимательны. Если отходить от травмы, да, и просто смотреть на вот эти две карты, то хочу вам сказать, что ваша жизнь стремятся какие-то перемены, на которые вы абсолютно не рассчитывали. Или тот человек, чаще всего эта карта мне показывает человека, личность, которая приходит в вашу жизнь в тот или иной момент, и которая всегда, вот абсолютно всегда, сколько я смотрю на Симбалоне, это уже, наверное, порядка лет 7, и колода у меня давно, эта карта мне показывает именно личность, которая вам вынесет все нервы, которая вам может попортить все планы, которая вам может что-то там переворошить, перешурудить, в общем, нарушить ваши планы, ваши стремления, ваши надежды, там, ваши какие-то мечты. Вот будьте внимательны. Если такой человек в вашей жизни появится, сразу пресекайте все на корню, потому что он одним своим появлением, это даже может быть и, не знаю, не физический какой-то уровень, что вам придется с ним вместе находиться, а какая-то эмоциональный такой от него может быть посыл, что все может пойти под наклонной. Или пойти не в то русло, в которое вы, например, направляли вообще все это время свою жизнь, свои дела, свои планы. Вот тут вот, пожалуйста, предупреждены. Будьте осторожны и будьте внимательны. Вот лучше не подпускать, никого не допускать, а просто как-то именно охранять свои границы. Дальше. Прошлое, что мешает вам двигаться дальше и что вам нужно отпустить ради своего будущего. Карта Жрец и карта Мать. Ну вот здесь, конечно, карты такие. Если в вашей жизни есть человек, вами уважаемый, вами почитаемый, человек, который для вас служит примером, человек, который для вас какой-то некий эталон, то вот подумайте, поразмышляйте над этим, что, скорее всего, все ваши понятия, все ваши взгляды устарели, что уже вы либо переросли этого человека, либо этот человек уже просто в данный период вашей жизни вам уже не подходит, что нужно как-то ваши взгляды, ваши стремления пересмотреть. Может быть, все это уже устарело, может быть, уже, да, вот мы живем в век каких-то новых технологий, и вообще у нас такая скорость жизни, что нужно успевать за временем, да, и вот тут
Вот тот человек, если есть в вашей жизни такой, а он, скорее всего, есть, потому что карты очень говорящие, то пересмотрите свои взгляды на этого человека. Если это в прямом смысле слова родители, то здесь карты нам намекают на то, что пора уже бы уйти из-под их крыла и начать жить самостоятельно, начать уже делать свои первые нерешительные шаги во взрослую жизнь, но самой, самостоятельно, либо самому, без поддержки. Да, они могут вас подстраховать, да, в какой-то определенный период времени, и то, если это понадобится, если вы попросите, если таковое не понадобится, то лучше ошибайтесь, делайте какие-то, не знаю, пробные шаги, но вы всегда будете знать, что у вас есть страховка, что у вас есть всегда поддержка. Но находясь, вот, продолжать находиться и дальше под их опекой, под их попечительством, под их, грубо говоря, колпаком, да, уже вот ни к чему хорошему, судя по всему, карты, вы не придете. Карты нам говорят о том, что вот именно от этого нужно избавиться, от этого вам лично самому нужно уйти. Даже если это будет не в прямом смысле уход из дома, то это просто будет уход из-под излишней опеки. Вот особенно вот эта карта мать, она нам показывает, да, что да, здесь любовь, да, здесь опека, да, вот тут мать прям трясется над своим ребенком, как той, как квочка, да, и вот уж сильно человек, этот ребенок, он не соприкасается с опасностями, которые есть вовне, да, потом, когда он выйдет во взрослую жизнь, это обернется чуть ли не катастрофой. И вот здесь вот карта нам на это намекает, что это может быть даже брак, это может быть даже ваш супруг или супруга, какие-то очень сильные люди, покровители, которые вас прям оберегали. Вот тоже нужно как-то из-под их опеки уйти и как-то двигаться, начать более самостоятельно в этой жизни. Далее, вот эта позиция, 4-я, вообще удивительно. Я карты мешаю, карты достаю из колоды не по порядку, а наугад. И на все 3 варианта на этой 4-й позиции выпадает 2 кубков на колесе года. И это прям какое-то чудо. И здесь в радостях и приятных неожиданностях, да, тут может быть, конечно же, отношения, конечно же, любовь, дружба, привязанность, вот все что угодно, связанное именно с любовью и с отношениями. А мечтательный Джонни, вот оно, говорит нам о том, что если появится такой человек в вашей жизни, женщина, мужчина, появится эта влюбленность, вы можете в эту влюбленность прям с головой окунуться, даже не заметив, прыгнуть в эти отношения. Но эти отношения принесут, конечно же, какие-то положительные эмоции, приятные впечатления, наполненность, энергию и так далее и тому подобное. Дальше. Планы и начинания, что впоследствии вам принесут свои плоды. Тут опять выпал некий король жезлов и снежная королева. Вот тут как-то я не вижу у вас особых планов и каких-то особых задумок. А даже если они и есть, то тут уже просто вы рассчитываете на некого человека, который вам окажет покровительство или вам поможет. Либо вы ждете от этого человека какой-то отмашки, либо еще что-то. Ну, тут смотрите, и королева, и как бы король. Они уже занимают какую-то позицию, какую-то нишу. Тут даже если есть планы, то, опять же, либо это покровительство, я повторяюсь, либо это не какой-либо рост наверх, а это рост именно вширь. Именно на расширение границ, на увеличение территории. Если у вас какой-то свой бизнес, да, к примеру, например, в городе вашем, в котором вы живете, то вам захочется или вы планируете уже именно расшириться, уйти в другой город или уйти в другую область, чтобы там как бы обозначить, да, себя и там уже разрастаться и развиваться.
Может быть, вы хотите создать какой-то холдинг, пораскидать там по миру, по разным городам, в стране какие-то свои точки, свои магазины или там какие-то офисы продаж и так далее и тому подобное. То есть вот здесь рост именно вширь, потому что какая-то ниша занята, а вот вширь вы можете уже расти, развиваться, разрастаться. Энергия силы. А тут, конечно, энтузиазм. Энтузиазм только лишь ваше стремление к развитию, ваше стремление к возрождению, ваше стремление к каким-то новым начинаниям, к новым эмоциям, к новым отношениям, оно и даст вам эту самую энергию. Знаете, когда мы что-то начинаем, да, какое-то новое дело, или там что-то новое открываем, или там что-то у нас энергия на подъеме, у нас есть желание, и мы и работаем вот именно на своей энергии, на своем стремлении. Вот тут оно и показано. То, что только вы будете эту энергию вырабатывать, только вы будете эту энергию с этой энергией коррелировать, только вы будете как бы эту энергию направлять и получать ее извне. Тут еще занятие, конечно, какими-то энергетическими практиками, медитациями тоже идет плюсом сюда. Но опять же, это все будете делать вы просто так, но к вам без каких-либо усилий, конечно, не придет. Тут нужно, чтобы вы лично прилагали усилия, и тогда вы будете получать отдачу, тогда вы будете получать приток и рост энергии и своей энергетики. И подарок Астарты, да, что она вам даст? Она вам даст, во-первых, покровительство. Она вам даст силу, она вам даст энергию, она вам даст волю, она вам даст такой энтузиазм, такой, может быть, это даже будет где-то янская сила, такая огненная, боевая, волевая, которая будет вас толкать, которая даст вам уверенность, которая даст вам те черты характера, да, которые помогут вам в развитии, в росте, в расширении своих границ и своей жизни, в улучшении и росте своего благополучия. Вот такой у нас получился вариант номер 3. Расклад такого довольно-таки философского толка, не привязанный к какому-то одному направлению нашей жизни, там будь то любовь, будь то финансы, да. Я надеюсь искренне, что оно вам понравится. А если понравится, пишите, проявляйте какую-то активность, чтобы я понимала. Мы будем делать такие расклады почаще. И если кому-то интересна личная жизнь, не помню, говорила я в начале расклада или нет, то ссылки на расклады на весну, на личную жизнь, они все даны в инфоблоке под видео. Обратите внимание, можете синтезировать этот расклад и тот на личную жизнь и прийти к какому-то общему знаменателю, свести дебет с кредитом, получить какой-то результат, подвести итоги лично для себя, каждая отдельно, индивидуально. И я вам желаю, конечно, благополучия. Я вам желаю любви, я вам желаю прекрасных, красивых эмоций, жизни, наполненной гармонией, взаимопониманием, благополучием. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что канал вам нравится. Мой канал вам помогает, поддерживает вас, направляет, может даже оберегает. И прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи.